Более 600 мероприятий различной направленности, включая тематические, волонтерские и экологические акции с особым акцентом на патриотическое воспитание. И это только с начала этого года. На заседании регионального координационного совета подвели итоги работы движения первых за полгода и определили планы на будущее. Сегодня региональное отделение насчитывает более 36 тысяч активистов, 9 местных отделений, 219 первичных отделений. Открывая заседание, руководитель региона Махмуд Али Калиматов отметил работу движения первых. Радует, что большая часть составляют школьники. Это говорит о живом интересе молодежи к общественной жизни республики. Движение первых оказало значительную поддержку, привлекая активистов к участию в проведении масштабных мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы. Председатель регионального отделения движения первых Марина Албгачиева рассказала о деятельности за первое полугодие, отметив активное участие молодежи в ключевых мероприятиях и проектах. Более 3500 человек присоединились к шествию «Помним, гордимся», а свыше 14 тысяч школьников и студентов приняли участие в региональном этапе «Зорницы 2.0», победители которого готовятся к окружному этапу. Студенты и школьники проводят множество полезных мероприятий. В заключении глава Ингушетии акцентировал внимание на необходимости тесного взаимодействия движения первых со всеми муниципалитетами и предложил разработать совместный план работы. В Назране возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в сбытии наркотических средств. Исполняющим обязанности руководителя следственного отдела по городу Назрань Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников правоохранительных органов отделения МВД России по городу Магаз. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом А частью 3 статьи 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, 3 июня 2025 года в дневное время подозреваемые действия группой лиц по предварительному сговору, находясь в торговом центре, расположенном по улице Фабричная города Назрань, сбыли местной жительнице наркотическое средство. В настоящее время один из подозреваемых задержан в порядке, предусмотренном статьями 91-92 УПК РФ. В ближайшее время фигуранту планируется предъявить обвинение. Кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательной базы. Новый закон о социальных счетах и вкладах заработает с 1 июля 2025 года. Вступление в силу этого документа знаменует собой начало масштабной реформы в банковской сфере. Новые финансовые инструменты призваны повысить адресность, прозрачность и эффективность господдержки, а также сделать банковские услуги доступнее для социально уязвимых категорий населения. Открыть социальный счет или вклад смогут граждане, получающие меры социальной поддержки, утвержденные правительством. Информация о назначении выплат будет содержаться в единой цифровой платформе, а перечень получателей определит правительство России по согласованию с Банком России. Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной. Эти требования теперь учитывает новый ГОСТ, который вступает в силу в России с 1 июля, следует из документа. Согласно документу, школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле. Ее покрой должен обеспечивать удобство для обучающегося как в сидячем положении, так и в движении. Также предусматривается, что одежда должна носить светский характер и быть эстетичной, не должна содержать запрещенную символику. Также новым ГОСТом рекомендуется размещение на школьной форме государственной и патриотической символики. В тексте ГОСТа отмечается, что он вводится впервые. Минстрой России разработал поправки в жилищный кодекс, которые предусматривают дифференциацию минимального размера взноса на капремонт для жителей домов разного типа. Так, в министерстве предложили при расчете размера платы учитывать наличие лифта в доме, его этажность, стоимость капитального ремонта отдельных конструкций и инженерных систем и сроки их эффективной эксплуатации до следующего обновления. Также в Минстрое Российской Федерации захотели дифференцировать размер оплаты с учетом задолженности домов за выполненный объем капремонта. Кроме того, поправки предусматривают сокращение отсрочки по взносам за капремонт в новых домах с 5 лет до 1 года. Соцфонд утвердил административный регламент предоставления инвалидам, имеющим транспортные средства, в соответствии с медпоказаниями, компенсации в размере 50% от уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО. Согласно данному регламенту, услуга предоставляется Фондом пенсионного и социального страхования России. Российским врачам предложили отказывать в плановой помощи пациентам в состоянии опьянения. С такой инициативой выступили в Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, обратившись в Минздрав. Новая мера защитит врачей от агрессивных пациентов и поможет им сосредоточиться на тех, кто действительно нуждается в помощи. В России заметно участились случаи агрессивного поведения, оскорблений и нападений на медработников со стороны пациентов в состоянии явного алкогольного или наркотического опьянения, а также их агрессивно настроенных родственников.